технической выставки, которая сегодня происходит у парка «Россия. Моя история» в рамках круглого стола «Безопасная Арктика». Сейчас там внутри происходит лекционная часть круглого стола, обсуждение ученых, спасателей и исполнительной власти Якутии. И вот я подошел к очень популярной технике в нашей республике. И хотелось бы поговорить с представителем. Представьтесь, пожалуйста, чтобы я уж не был голословным. Здравствуйте. Меня зовут Соколов Станислав. Я генеральный директор ООО «ИКТ Сокол». Мы производим данные в городе Якутске. Прямо в городе Якутске производите? Да. Так, ну вот меня и озадачили. Вот в данный момент мы находимся у какого экземпляра и что это такое? Ага. Данный экземпляр — это Сокол Пикап называется. Вот он стоит. Это Сокол Про Плюс. Стоит. Эти машины мы выпустили здесь, в городе. Производим. Отличаются эти машины по назначению. Это более пассажирский, тут грузовая моделька. Вот это пассажирский? Да, Вот это. можно сказать, да, он трехместный. Еще раз вот давайте расскажем о нем. Трехместный пассажирский, да? Да, пассажирский трехместный. Также он может тянуть за собой прицеп плавающий. Машина имеет положительную плавучесть. Стоп, он же не то есть он не только ездит, он еще И плавает. Он небольшим озером может проплыть, да? Да, уже испытано, все подтверждено испытаниями. 2 человека он запросто держит на плаву. Ну, плавает он за счет водоизмещения шин. Вот, увеличенного размера. Так, и вот сразу вопрос. На эту технику же надо специально учиться, иметь права и так далее. Но для управления данного вида техники необходимо удостоверение тракториста машиниста категории А1. Под эту категорию попадают как обычные маленькие квадроциклы, так это снегоходы, подобные бурану и так далее, и на нашу технику. И вы хотите сказать, что вы производите здесь в Якутске эти, как правильно их Снеговолотоход Сокол. Сокол, да? Но их называют квадроциклом из-за посадки водителя мотоциклетного управления. Их называют квадроциклами. А так по сертификации он идет снеговолотоход по назначению. Сколько сегодня в целом вот этот вот, ну хотя бы вот этот, дорогая вещь? Ну да, это можно сказать наша флагманская машина, которая пользуется повышенным спросом. Сколько она стоит примерно хотя бы? Я понимаю, что доллар правый прыгает. Есть. Нет, почему есть прайс установленный. Данная машина стоит в этой комплектации, так скажем, от 1 350 000 рублей. То есть я могу и прицеп купить, но она уже будет и ездить, и плавать. Ну, плавает она всегда и ездит. Характеристики от цены не меняются. Вот, понятно. Вот на данный момент и вот цена такая, в базовой комплектации. У нас линейка дополнительных опций расширена, то есть от 1 350 000 и дальше. То есть такие вещи, как лебедка, ветровое стекло, канистры дополнительные, подогрев сидений и так далее, и так далее. То есть, и даже кабина? Нет, кабины, к сожалению, пока нету. И в данном виде техники я не вижу смысла в этой кабине. Понятно. Потому что в основном используют это охотники, рыбаки и так далее. Сколько вот ее, как моторесурс, сколько она может пройти примерно? Есть у нее предел? Моторесурс вы имеете в виду, это по сроку использования или же это как правильно? запас хода? А как лучше? А как правильно? Ну, в большинстве случаев, да, я бы сказал так, но от эксплуатанта зависит очень много. Техника, конечно, экстремально эксплуатируется в отдаленных условиях, без, как говорится, дилерского обслуживания, но по сертификату срок службы машины 20 лет. Вот. Но при должном, как говорится, внимании к любой технике и ресурс от этого зависит. Хорошо, тогда мы продолжим наш разговор. А здесь какой двигатель вообще стоит? Двигатель объем 1,8, мощностью 140 лошадиных сил. Коробка автомат.
коробка автомат. Это практически машина же. Совершенно верно. Используются также мосты УАЗ Спайсер с блокировками в передней и задней оси межколесной. Вот, раздатки тут нету. Привод идет сразу на колеса с коробки, на переднюю и заднюю ось. Так, хорошо. Вот а второй, он просто это модификация, так сказать. Модификация, да, Сокола, Сокол пикап. Очень много было запросов сделать повышенной грузоподъемностью вездеход. Для плавания он уже, как говорится, тяжеловат, но его пустого можно переправлять через водоемы. Он оборудован грузовым отсеком на 4 человека или же 600 килограмм. Ну а по цене он, наверное, дешевле, нет? Вот, Или так? он подешевле. У него двигатель 1.5. Тоже коробка автомат, мосты УАЗ Тимкен старого образца разъемные. Также он оснащен блокировками, автоматической коробкой передач. У него изменена ходовая часть, то есть подвеска задняя для большей грузоподъемности и грузовой отсек. Водитель здесь один сидит, не все ряд, а сзади можно подойти, показать, в чем различие. Ага. Вот у него сзади такой грузовой отсек, чем он отличается от обычных Соколов. Вот. Также он может подобного вида прицепы буксировать. Вот. Тут с легкостью размещается 4 человека. 4. 4 человека. До скольки килограмм? Человеки? Да. Ну, люди же От 100 и более, от 100 и более, да? так скажем. Но грузовой отсек рассчитывали на 4 человека или же 2 бочки. То есть очень много запросов было доставки топлива в отдаленные местности. Вот по просьбам, можно сказать, То местного есть населения сделали такую технику. тоннаж у данной машины теперь какой? 600 килограмм грузоподъемности у него. А вот если брать У вот этого это... 300 килограмм. 300. То есть 3 человека, там по 50 килограммов груза на каждый багажник. Не, ну а прицеп... А доска- прицеп 500 килограмм грузоподъемности на получается. плаву держит. Еще на плаву держит? Еще да, вот за счет шины большого объема на плаву он 500 килограмм держит. Здесь уже Лену переплывет, уже спрашивают. Ну, Лену нет. Вообще я, как говорится, не рекомендую большие водоемы открытые, тем более с течением, форсировать без сопровождения моторной лодки. Ну лучше, короче, вброд, да? Я правильно? Совершенно верно. Сокол Вброд. не лодка, Да. но имеет положительную плавучесть, так скажем. То есть при необходимости плавания. Ну раз мы с вами разговариваем, вы не расскажете, раз вы специалист, я смотрю здесь вот ваша техника и там вот тоже, да? Это тоже Как происходит работа у вас с МЧС Якутии? Я смотрю, здесь и бурана, и ваша техника стоит. В чем вот принципе? Нас пригласили поучаствовать, мы охотно согласились на приглашение и представили нашу технику. Вон там квадроцикл стоит тоже ваш? Нет, Да, ну там... он тоже наш. Там Ну тоже давайте Сокол. пойдем посмотрим. Он такой же. Такой же? Да, пойдем. Ну, я смотрю, бураны, МЧС, это уже неотъемлемая часть, да? Конечно. Но она только для зимы, я правильно понимаю? Да. Да, сезонную эксплуатацию имеет. Это летний период, осенний-весенний период. И до 30 градусов вот запросто допускается. А вот смотрите, вот так вот потянет, вот это, имеется в виду просто на суше, вот этот ваш, вот смотрите, сейчас стоят, смотрят, и вот так прицеп. Нет, он, конечно, потянет. Мощности двигателя, если его хватает, он будет буксировать, но уже пересеченную местность имеется, такая как колея и так далее. С таким прицепом будет сложно, с таким прицепом. Не, ну с таким прицепом Вот. не проедешь, это 100%. Да. Ну и хотелось бы... Если, например, Ага. будет прицеп оборудован такими же колесами, как, то запросто. А смысл возить, как говорится, 2 вездехода еще на прицепе? Какая вот расход топлива у данного правильного квадроцикла бы я Ну, назвал? опытным путем нашим, да, если, например, По взять, пересеченной местности, да. да, именно пересеченной местности и
Ну, не всегда же бывает условия там везде одинаковые. Бывает и, как говорится, качка, бывает там слабонесущие грунты, болота, ковер и так далее. Но в среднем могу сказать так. Вот данная машина 20-21 литр на 100 километров расходует. Например, у данного Сокола Про емкость бака 53 литра, двигатель 1.8. Ему хватает примерно на 200 километров. Но это все зависит от условий очень во многом. Потому что и в отрицательной температуре один расход. А что, ну и зимой ездить, что ли? Не, Да, я думаю, есть опыт эксплуатации до 30 градусов. Люди ездят и работают. Ну, например, в прошлом году отзывы от клиента сказали, вынуждены были поехать на дальний участок в тайгу на Соколе, потому что снега для бурана было мало. И, ну, Сокол справился со своей задачей. Как любой автомобиль в соответствии с условиями эксплуатации отрицательных температур можно утеплить двигатель и передвигаться. В смысле, утеплили и поехали, Да, совершенно верно, как на автомобиле. Там мотор внутреннего сгорания, коробка автомат, как говорится, запустить его в теплом месте и можно передвигаться. Ну, давайте посмотрим, как его управлять-то им. Да, Как им управлять? да. Управление довольно-таки простое. Сейчас я его обойду, мне покажете, хорошо? Вот с той стороны так покажете. О! А на него обязательно госномер, а? Да, по требованиям Ага. законодательства. Ага. И его необходимо регистрировать в органах технадзора, вот, как любое транспортное средство. А Все вот теперь... документы, они прилагаются, мы сертифицированное производство, выдаем документы установленного государственного образца. Так что Ну, я купил, сколько у него будет это? Гарантии, да? У нас так говорят. гарантия, ну, о гарантии сложно говорить при эксплуатации в экстремальных условиях, но я даю гарантию 3 месяца с начала эксплуатации. Даже так. Ну, даже так. На основные узлы и агрегат. Ну вот покажите нам, как ему, может ли им управлять женщина, так скажем. А вот покажите нам, вот что, коробка, да? Вот. Да, у него машина оборудована автоматической коробкой передач. Двигатель, как обычная машина, запускается. Вот такая коробка и все, да? Да, это коробка, то есть руль, Ага. коробка передач, педаль тормоза. Вот педаль тормоза, да? А газ где? Газ курком управляется. Подача. Запускается двигатель. Ага. Да, вот сейчас стоит с утра, не прогретый. На улице сегодня температура низкая. Так, ну раз мы уже занимаемся рекламой, хотелось бы узнать, где лучше вас увидеть, и куда лучше подойти более. Ну, производство находится в городе Якутск на улице Николая Чусовского, 75-3. Примерно скажу, это недалеко, по пути с 17 со строительного рынка мимо проезжаешь, то там строительный рынок проезжаешь и чуть дальше От столичного по объездной в сторону столичного рынка за армянской церковью, там, скажем так, Ага. производство находится у нас там. Ну, вот. И насколько ценят вашу технику МЧС? Так, трудно сказать. Не, ну, Предложения поступали, но пока заказы не выполняли, и заказ выполнили на СВО. Много отправили уже, да? На данный момент 5 единиц. Я читал в интернете, что хорошая техника, да? Отзывы уже есть. Отзывы есть. Еще раз говорю, это все производится здесь, в Якутии.